телеканала И Якутия те, кто 20. еще и не продрал. И да, но уже слышат, уже уши уже работают, телевизор включен, возможно, вы нас и в онлайн-трансляции смотрите. Неважно, это «Утро Якутии», а значит, начался новый день, и это пятница, что еще больше радости нам добавляет. Ну а если вдруг вы потерялись в датах, то конкретно 24 марта 2023 года. И Екатерина Винокурова, Павел Птанин, как и всю эту неделю, которая уже почти прошла, мы вновь рады приветствовать вас. Да, и желаем вам, чтобы сегодня обязательно все ваши планы обязательно свершились. Ну а что ждет нас сегодня в эфире? По инициативе нашего телеканала активисты из ВАОПИК и Департамента охраны памятников истории и культуры и специалисты аварийно-спасательной службы города Якутска осуществили третий в истории спуск в шахту Ширгина, зафиксированный на видео. И наш специальный корреспондент Дмитрий Аргунов зафиксировал это историческое событие. Посмотрим, как это было. В Якутске сегодня и завтра пройдут ключевые мероприятия фестиваля «Мусустар». В этом году масштабное событие приурочили к Году педагога и наставника в России и Году труда в Якутии. Отборочные этапы конкурсов охватили всю республику. Поговорим с официальным партнером фестиваля «Мусустар» о поддержке интересных и перспективных инвестиционных проектов. Сегодня также мы разыграем совместно 2 билета на выставку «Сокровищницы республики Саха-Якутия». Самый внимательный телезритель получит возможность посетить одну из самых уникальных выставок и увидеть редкой формы золотые самородки и именные алмазы. Так что участвуйте в нашем розыгрыше, в нашем конкурсе. Чуть позже прозвучит вопрос, на который вам нужно будет правильно ответить. Да. Ну а если вдруг с самого утра вы любите своими руками готовить свой завтрак, сегодня такая возможность у вас появится. Забегая вперед, я предлагаю вам приготовить куриные яйца, они точно пригодятся. Ну а прямо сейчас поговорим о погоде. Итак, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 24-30 градусов мороза. В заречной группе от 19 до 27, в южных 12-19, в Вилюйской группе 9 и 14 градусов мороза, а в Нижнеленских 19-21. В западных 10 и 12, в Колымо-Дигирской группе от 29 до 37. В Янских 22, местами 38, на северо-западе минус 14-27 градусов мороза. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 27, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, штиль. Ну а днем нам обещают слабый снег, ветер подует западный со скоростью 3,8 метров в секунду. Ну а днем температура воздуха составит 7-9 градусов со знаком минус. Ну, а рецепт идеального завтрака для многих, наверное, это французский омлет. Он получается нереально воздушный и нежный. То, что, вот, мне кажется, подходит больше всего для начала хорошего дня. И давайте вместе с вами сейчас постараемся его приготовить. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Полезный завтрак» мы будем готовить с вами французский омлет. Для этого нам понадобится сливочное масло, яйца, творожный сыр, немного зелени и овощей. Итак, начнем. Разбиваем яйца. Добавим немного соли, чуть-чуть перца и хорошенько взобьем. Настоящий французский омлет от привычного нам отличается тем, что туда не используются ни сливки, ни молоко. Туда идут только хорошенько взбитые яйца и сливочное масло. Топленое сливочное масло придает омлету замечательный ореховый аромат. Берем взбитые яйца, и когда масло уже растопилось, потихоньку его добавляем. Для того, чтобы смешать наши ингредиенты и сделать омлет пышным, мы вот так вот аккуратненько со всех краев подбираем сливочное масло и сдвигаем его в центр. Тем временем, пока мы будем сервировать нашу тарелку, омлет отправляется в печь. Пока наш омлет готовится в печи, мы приступаем к сервировке. Для этого нам понадобятся огурцы, помидоры черри, любая салатная зелень и слабосоленая семга. Так, огурцы мы нарезаем следующим образом. Ну, так сказать, покрасивее, потому что люди в основном едят глазами. Чем красивее блюдо ты оформишь,
тем больше его будут кушать. Помидорки режем просто напополам. Значит, берем тарелку, выкладываем салатную зелень с одного края. На нее кладем помидорки. Таким вот образом закручиваем огурцы. Так, и добавляем нашу слабосоленую семгу. Пока мы сервировали нашу тарелку, наш омлет допекся и готов к употреблению. Чтобы сделать его еще вкуснее, мы добавим немножечко творожного сыра. Так, теперь мы его заворачиваем. Наше блюдо готово. Приятного аппетита! Что ж, приятного аппетита Да. всем, И кто завтракает. Действительно просто готовится очень. Очень просто. Да. Ну а с 24 февраля по 12 марта этого года в отделе истории Кузбасского государственного краеведческого музея прошла выставка «Сокровища Якутии» Кузбасс-2023, которая является частью культурной программы вторых международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе. На выставке было представлено 113 предметов из собрания государственного хранилища. Это крупные именные алмазы, редкой формы золотые самородки, афинированные мерные слитки золота, а также национальные украшения, якутские самоцветы, произведения ювелирного и косторезного искусства. И о том, как прошла выставка, мы сегодня поговорим с заведующим выставки «Сокровища Республики Саха-Якутия», Гохран Республики, Андрей Петрович Захаров. Андрей Петрович, доброе утро. Доброе утро. Ну, выставка еще не прошла, она продолжается. Нет, выставка уже прошла. Ага, уже прошла. Мгм. Так. Мгм. Ну, выставка была организована по приглашению губернатора Кузбасса Севлева Сергея Евгеньевича и при поддержке главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева в рамках культурной программы вторых зимних международных игр «Дети Азии» в Кузбассе. Ну, а в целом поделитесь своими впечатлениями о проведении этой выставки. Эта выставка была организована впервые в Кемерово, и мы на каждую выставку готовим книгу отзывов, и отзывы – это оценка нашей работы. Ну, по отзывам посетители в основном в первую очередь благодарят организаторам за возможность предоставить именно вот такие уникальные экспозицию, которые они впервые увидят, и восхищаются вот мастерами нашей ювелирной отрасли. То есть в целом отзывы именно посетителей выставки Да. были связаны с мастерством Да. наших мастеров и вообще, в принципе, что Да. удалось им увидеть такое. Да. Мгм. Расскажите, ну вот выставка прошла в Кузбассе, да? Где еще успела побывать сокровищница, да? И вообще, насколько часто проходят выездные выставки? Не так часто проходят, но мы были, наша экспозиция была выставлена в Японии в рамках вот, Так. всемирных Экспо 2005, 2010 в Шанхае, Китае. И вот в городах России, Москве, Санкт-Петербурге. Вот сейчас мы были в Кемерово. Вот в честь столетия нашей республики в прошлом году осенью провели выездную выставку во Владивостоке. Мгм. Ну, вообще, я так понимаю, не часто выездные выставки Да, такие потому что проходят. это Сложный очень процесс. сложный процесс, это большая ответственность, Да. большая материальная ценность не только для нас, но и для организаторов. Это есть определенные требования нормативно-правовых актов по части обеспечения безопасности и сохранности ценностей. Ну, мы уже так упомянули вскользь, да, из чего выставка состояла. Можете подробнее рассказать, какие, ну, может быть, знаковые какие-то экспонаты Гохрана можно было увидеть на этой выставке? Ну, мы предоставили вот именные алмазы крупные. Еще вот с начала добычи Якуттрес Алмаз тогда еще обосновал добрую традицию редким крупным кристаллам алмаза присваивать имена. И вот мы перевели для зрителей Кемерово крупные редкие кристаллы алмазов. Алмазы с рисунками – это вот достижение науки, вот именно вот открытие ученых Якутского института геологии, термохимический способ обработки алмаза. И, естественно, вот уникальные работы наших ювелирных предприятий и индивидуальных мастеров. Ну вот что касается выставки Кузбасс-2023, да, вот что больше всего впечатлило посетителей? В
Впечатлила именно вот работа наших мастеров. Так. Они очень восхищены, удивлены, что у нас такие мастера работают. Очень уникальные изделия выполнены. Вот. Вот по поводу выездных выставок, в принципе, поговорили, что не такое частое явление, да, мы понимаем, да, что это достаточно сложная история. А в целом в Якутске как можно на выставку попасть? На выставку попасть можно очень просто. Мы работаем с понедельника по пятницу. Можно позвонить по телефону 42 52 90. Это организаторы экскурсий, которые формируют именно группу на посещение. То есть выставка сопровождается Да, ага. обязательно экскурсоводом, Стоимость билетов да? 350 рублей. И у нас есть вот для студентов, школьников и пенсионеров по 150 рублей. А участники, вот, ветераны тыла, участники боевых действий, инвалиды могут попасть при предоставлении удостоверения бесплатно. И выставка у нас на постоянной основе. Да, на постоянной основе, в 3 залах. Ага. В Комдрагмете, Ну да? и- Да, в здании Комдрагмета. Ну и говоря про то, что про стоимость билета, сегодня у телезрителей нашей программы есть уникальная возможность попасть на выставку бесплатно, потому что Да. Андрей Петрович с собой принес два вот таких замечательных Замечательные. пригласительных на 2 персоны каждый. То есть 2 победителя сегодня может быть. И, наверное, мы сейчас расскажем, да, условия. Для того, чтобы получить билет, необходимо ответить на 2 вопроса. В нашем телеграме вопросы будут продублированы. Нужно будет там именно отвечать. Вот адрес нашего канала вы видите на экране. Можете QR-код скопировать. Вопросы звучат следующим образом. В каком году открылась первая экспозиция сокровищницы Республики Саха-Якутия? И второй вопрос. Кто является первооткрывателем первой кимберлитовой трубки в России и в каком году это произошло? 2 незамысловатых вопроса. 2 человека могут ответить на оба сразу. Именно Да. нужно на оба ответить. Нужно, да. И Нужно получить это. замечательные пригласительные. Да, ну и 2 первых правильно ответивших на нашем в телеграм-канале «Утро Якутии» обязательно получат пригласительные билеты на выставку «Сокровищница». Республики Саха-Якутия. Андрей Петрович, спасибо большое. Желаем, все равно больше выездных выставок, чтобы люди знакомились чаще. Да. Больше людей узнавало. Да, мы приглашаем всех жителей нашей республики и гостей на нашу выездную, на нашу выставку. А прямо сейчас у нас короткая пауза, после которой эфир продолжится. Переключайтесь. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Более 25 тысяч якутян с 2019 года получили новое жилье в рамках программы переселения. На сегодняшний день в 8 арктических районах возводят 11 многоквартирных домов. Новостройки планируется сдать уже до конца 2023 года. В этих зданиях получат квартиры 315 человек. Речь идет об Абыйском, Анабарском, Алайховском, Жиганском, Ивено-Батантайском, Верхнеколымском, Мумском и Среднеколымском районах. В целом по республике участниками программы еще числится 8182 человека, проживающих на общей площади более 153 тысяч квадратных метров. 3305 человек подали заявки на второй поток программы подготовки управленческих кадров для Дальневосточного федерального округа Муравьев-Амурский-2030. Особенностью отбора этого потока стало сохранение высокого уровня интереса к конкурсу дальневосточников и рост интереса к поступлению на программу жителей остальных федеральных округов и новых территорий. Кандидатов ждет дистанционный этап отбора, включающий видеовизитку и тестирование на платформе программы. По итогам его прохождения будут отобраны порядка 200 участников, которым предстоит процедура очной оценки. Далее состоится зачисление на учебную программу. Курсанты, прошедшие отбор с первых дней обучения под руководством первых лиц, погрузятся в реальные проекты, реализуемые на территории Дальнего Востока. Вопросы изменения климата и таяния многолетней мерзлоты по-прежнему остаются актуальными. В рамках научно-практической конференции состоялась выставка технологий научно-образовательных центров. Всего на мероприятии было представлено более 15 экспонатов, разработанные различными образовательными учреждениями. Представленные технологии делились на 4 направления: Арктика, изменение климата, вечная мерзлота и экология.
Важно отметить, что мы объединили несколько НОЦов на одной площадке и называем это выставкой арктических НОЦ. Здесь представлены экспонаты как НОЦ Север, так и НОЦ Енисейская Сибирь. Соответственно, все участники выставки могут ознакомиться, узнать более подробно о том, как те или иные технологии меняют их жизни к лучшему. Воспитанники Центра дополнительного образования «Удачного» знают, как ищут алмазные месторождения. Ребята познакомились с профессией геолога на экскурсии на Удачнинский горнообогатительный комбинат. На предприятии старшеклассникам показали образцы минералов и подземных пород месторождений. Они побывали в Центре управления операциями, Ламповой, месте, где шахтеры получают самоспасатели каску, и в кабинете оператора дистанционного управления горными машинами. Удачнинский горнообогатительный комбинат заинтересован в новых кадрах, поэтому профориентационные встречи со школьниками и студентами проходят на постоянной основе. Меня впечатлил масштаб рудника, сколько людей трудятся, сколько разных специальностей могут быть на таком предприятии. Меня заинтересовала профессия инженера, проектировщика. Нам показывали схемы, планы на будущее до 2027 года, где будут исследовать новые глубины нашей Родины, вот, и заниматься добычей алмазов. Это было интересно. Это «Утро Якутии», на календаре 24 марта, пятница. Мы продолжаем наш эфир. Перед нашей паузой мы объявили небольшой розыгрыш. Хотелось бы еще раз продублировать вопрос, что называется. Напомню, что отвечаем мы в Телеграме. QR-код вот можете сосканировать там вот внизу в уголке при помощи смартфона, попасть в наш канал. Вопросы там тоже прописаны. Да, и под этим вопросом вам нужно ответить на два вопроса. Паш, продублируй Под вопросы. вопросом нужно ответить на два вопроса. Да, вопроса два. Правильно будет ответить, конечно же, на все, на оба. В каком году открылась первая экспозиция сокровищницы Республики Саха-Якутия? И второй вопрос. Кто является первооткрывателем первой кимберлитовой трубки в России и в каком году? Тот, кто на два вопроса правильно отвечает, первые два человека, они получают каждый вот такой замечательный пригласительный на экспозицию сокровищницы Республики На две Саха-Якутия. персоны. На две персоны каждой пригласительной. Ну что ж, а мы продолжаем. Пока вы отвечаете, знакомите вас дальше с полезной информацией. В Туркменской долине Ахала проходят гуляния в честь Навруз-Байрама. Участники мероприятия в национальных костюмах танцуют, играют на музыкальных инструментах, готовят традиционные блюда, ткут изделия и лепят скульптуры. Навруз-Байрам – древний международный праздник весны, который открывает сельскохозяйственный год. Это событие принято отмечать вообще шумными гуляниями и пышным столом в семейном кругу. А вот основной атрибут торжества – это сэмэним. Это, ну, если перевести на наш, скажем так, проросшая пшеница. Ее начинают готовить за 2 недели до праздника. Растения собирают в такой клубок марли, замачивают на несколько дней, меняя воду каждый день. И потом это все вырастает до нужной высоты, после чего ростки толкут в ступе до кашицеобразного состояния, а полученный сок процеживают, ставят на огонь, добавляют воду, муку и сахар, а потом подают к столу. Вот такая вот подлепешечка Смотри. получается интересная. Наверное, она хрустящая, да? Ну, мне кажется, все-таки эластичная больше. Ой, там еще вон что-то вкусненькое. Готовят из жарят. этого всего. Да, но в целом, конечно, да, мы люди, так сказать, тоже не такие, что прям не знаем каких-то таких крупных праздников. У нас есть и цех наш замечательный, да, то есть, в принципе, что-то схожее, ну, со своими традициями, со своими блюдами и так далее. В целом, конечно, всегда событие такое, даже если ты как бы не сам носитель этой культуры, но ты посмотреть со стороны всегда можешь. Это наш Новый год ведь. Наш Новый Да, год, Новый и, год, вероятно, настоящий там праздник. это то же самое, скорее всего. Я Ну а сегодня, напомним, 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 ученый получил Нобелевскую премию в области медицины.
Вот. Этот день вообще был учрежден в 1982 году по решению Всемирной организации здравоохранения и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями, приурочен к столетию со дня открытия возбудителя туберкулеза палочки Коха. Ну а о других датах, событиях и чем день сегодняшний знаменателен, давайте узнаем. На календаре 24 марта. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом, Международный день борьбы с депрессией, День штурмана военно-воздушных сил России. По народному календарю наступал Ефимов день. В этот день начинали работы в саду. Несколько примет было связано с кукушкой. При первых звуках голоса этой птицы нужно было брякнуть деньгами, чтобы водились. Пушистый иней в этот день обещал хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода, можно было ждать теплого лета. В этот день английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз, опытным путем доказав, что сила трения гладких колес паровоза, а гладкие рельсы совершенно достаточно для движения. Запатентована первая топографская наборная машина. Начиная с изобретения книгопечатания и до этого момента набор производился только вручную. Роберт Кох выступил с сенсационным сообщением. Ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез. Эта болезнь в то время являлась бичом всей Европы и не только. В России ее называли чехоткой. В этот день родились Стив Маккуин, американский киноактер, Светлана Тома, советская и российская актриса театра и кино, Александр Буйнов, советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, шоумен, Александр Серов, советский и российский эстрадный певец, композитор, поэт, продюсер, Джессика Честейн, американская актриса, продюсер. Именины сегодня отмечают Василий, Георгий, Ефим, Иван. А накануне отмечался Международный день метеоролога, также сейчас проходит климатический саммит в столице нашей республики. И так получилось, что именно в этот день по инициативе нашего телеканала активисты из ВАПИК и Департамента охраны памятников истории и культуры, а также специалисты аварийно-спасательной службы города Якутска осуществили третий в истории спуск в шахту Шергина, зафиксированный на видео. Наш специальный корреспондент Дмитрий Аргунов зафиксировал это историческое событие. Давайте посмотрим, как это было. Да, сегодня именно в Международный день метеорологии, приурочив, наверное, к проходящему международному климатическому саммиту, в том числе и по инициативе нашего телеканала осуществляется третий в современной истории спуск в знаменитую шахту Шергина. Напомним, что шахта Шергина – это уникальный объект, который, по сути, зародил саму науку мерзлотоведения. Годы постройки 1828-1837. Примечательно, что шахта Шергина также является источником огромного количества очень интересных городских легенд. Так, по одной из легенд, купец Федор Шергин бросил в жерло вот этой шахты перстень, дарованный им лично императором Николаем I. Руководитель спуска Роман Крутихин из аварийно-спасательной службы города Якутска, руководит лично также Петр Семенович Акимов, да, это руководитель наших промышленных альпинистов. И здесь руководство Департамента по охране памятников культуры, также руководители Института мерзлотоведения. Ну что ж, мы, в принципе, можем начинать наш спуск. Можете скомандовать, и Роман нажмет, вернее, передаст команду на спуск. Петя, как настроение? Хорошо. Нормально. Нормально, говорит Петр Шестаков. Да, готов. А первый и второй уровень докладывают о готовности. Я готов уже поехать. Страховка готова? Поехали. Все, Петр Шестаков спускается в шахту Шергина. Ну, ощущение непередаваемое. Почему? Потому что это действительно возможность прикоснуться вот к этим историческим объекту. Представьте, что скоро ей будет почти 200 лет. То есть она немножко до 200 лет начала проходит.
Поэтому это огромная, как говорится, честь, что мне вот довелось именно вот эта история. У нас мерзлотоведение начиналось как раз вот. Это одна из точек, которая заставила поверить о том, что вечная мерзлота вообще существует. Весь мир знает Якутск в первую очередь по шахте Шульгина. И наука геокриологии родилась благодаря шахте Шульгина. Надо просто взяться дружно, и республиканской власти, и городской власти, и общественности, и сделать действительно вот из этого объекта бриллиант на теле города Якутска. Вам, дорогие телезрители, в этот прекрасный день я бы пожелал больше изучать историю своих родных мест, родного города, родного края. И пусть наша история шахта Шульгина станет вам небольшим таким уроком. С вами был Дмитрий Аргунов, телеканал Якутия-24. Увидимся. Ну а в Якутске также сегодня и завтра пройдут ключевые мероприятия фестиваля «Мусустар». В этом году масштабное событие приурочили к году педагога и наставника в России и году труда в Якутии. Отборочные этапы конкурсов охватили всю республику. Для участников организованы 12 направлений. Это «Стартуй к бизнесу», «Поколение профи», «Создавай и воплощай», «Твори добро», «Играй и создавай», «Эколидер», «Расскажи о главном», «Перспектива в познании», «Мир цифровизации», «Дипломатия», «Двигайся и достигай», «Воплощай и вдохновляй». 12 площадок. 12 площадок целых. Да. Ну, очень много информации полезной могут получить участники, без сомнения, Ну вот конечно же. фестиваль у нас завершается, и в связи с этим... Как завершается он только сегодня? Ну, сегодня, да? Ключевые мероприятия уже. Начинаются Да. сегодня. Ну, проходят. Сегодня-завтра. Да, Все. хорошо. Согласен. А мы с прошлой согласен. недели говорим об этом фестивале, если что, Паш. Согласен. Если только проснулся. Сегодня в нашей студии Артем Мелихов, заместитель генерального директора группы ВИЗ. Артем, доброе утро. Вы представляете крупный такой федеральный холдинг, работает во многих регионах России, и вот занимаетесь развитием инфраструктуры, в том числе. Почему было принято решение компании стать официальным партнером вот нашего фестиваля «Мусустар»? Ну, вообще, в целом, конечно, мы с удовольствием, скажем так, откликнулись и приняли участие в организации данного мероприятия. Но и без скромности можно сказать о том, что мы 10 лет уже присутствуем в Республике Саха-Якутия, реализовываем социально значимые проекты, вот, которые как раз направлены на развитие деятельности молодежи, вот, творчества, искусства. в целом. Ну, вообще, насколько мы знаем, ваша компания давно сотрудничает с нашей республикой. Какие проекты уже реализованы? Ну, если вообще идти по истории, да, действительно, мы взаимодействуем с 2015 года. За это время, безусловно, было реализовано 12 крупнейших проектов на территории республики. Это 5 детских садов, 4 школы, школы искусств, смарт-библиотека, центр искусств Гагарина. Но это еще не все. На данный момент мы находимся в активной стадии реализации проектов, таких уникальных, как Государственная филармония и артистический центр эпоса, известный на озере Сайсара. Помимо этого, это поликлиника на 600 посещений, сменная детско-взрослая поликлиника с женской консультацией, которая не будет аналогов практически не то что на территории просто Якутии, да, как республики, но и в России в целом, потому что это умная поликлиника, которая будет завязана полностью в весь цифровой контур здравоохранения республики. Как здорово. Вот. Ну и самый значимый, крупный, масштабный проект, который ждут, наверное, все жители Якутска, и нам отрадно о нем говорить, это мостовой переход через реку Лен. Ну, в принципе, как правило, такие проекты все реализуются в рамках государственно-частного партнерства, ну, они имеют все-таки какую-то свою особенность. Можете подробнее рассказать, наверное, по сути такого сотрудничества государства, да, и бизнеса? Ну, в отличие, наверное, от контрактов, которые финансируются из государственного бюджета, основное отличие — это наличие инвестора. Да, инвестор — это компания, которая за свои собственные денежные средства и за привлеченные денежные средства банковского финансирования как такового создает, проектирует, создает и в последующем осуществляет техническую эксплуатацию таких объектов. На второе, наверное, знаковое отличие от контрактов, о котором мы говорили первоначально, от государственных контрактов, это то, что мы создаем объект под ключ. Как я сказал, весь жизненный цикл от проектирования до технической эксплуатации полностью присутствует, скажем, реализация данного проекта. Но и самое главное, выгода, наверное, выгода приобретения — это как раз коллаборация государства и частного бизнеса
в отношении создания подобных объектов, потому что денежные средства привлекаются как частная инвестиция, вот, и у государства есть возможность те деньги, которые либо при ограниченном бюджетировании, либо, скажем, высвобождении нового, свободных бюджетов, направлять их на социально значимые проекты, помимо этого. Вот, возврат инвестиций осуществляется не сразу, он осуществляется в течение жизненного цикла объекта от 10 до 15 лет. Примерно так. Вот основные отличия. Ага. Ну вот, а как расшифровывается, да, название ВИС Высокое телезрителям? Высокое искусство строительства. Высокое искусство строительства. Да. Так, Артем, возвращаясь к фестивалю Мусустар, да, расскажите, это первый опыт участия, да, в жизни именно населения нашей республики, в общественной жизни конкретно, вот для молодежи в частности? Нет, это не единственное, скажем так, мероприятие, в котором мы принимаем участие. Вообще работа нашей группы ВИС, она построена, как я говорил, уже по полному циклу взаимодействия с регионом. И, безусловно, те проекты, которые мы создаем, они социально значимые и важные, да, которые влияют на развитие молодежи, творчества и, в принципе, социальной жизни всего населения республики. Поэтому мы с радостью откликнулись, как я уже говорил до этого, да, и принимаем участие в Мусустар, чтобы отметить, скажем так, наиболее, скажем, креативную и прогрессивную молодежь Якутска, как будущее Якутии и России в целом. Артем, спасибо большое, что в нашу студию пришли. Ну, опять же, наверное, спасибо за поддержку таких именно общественных проектов, потому что, как вы сказали, да, это все-таки такое какое-то продвижение действительно талантливой, креативной молодежи, которая вас составляет костяк, наверное, будущего любой страны, нашей особенно. Как я говорил, то, что, да, действительно, наверное, миссия группы ВИС, она именно заключается в том, чтобы делать жизнь для людей лучше, вот, приближеннее. Ну и действительно мы в большей степени уделяем внимание именно молодежи. Почему? Потому что, как я говорил, это будущее наше. Вот. И в эти дни, помимо, скажем так, участия и поддержки в данном фестивале, мы уже, скажем так, провели, скажем, подарили образовательным учреждениям города Якутска новые 150 парт. Вот. Для дошкольных и школьных, скажем так, организаций мы передали в дар, скажем, оборудование для хореографических и спортивных залов. Вот, потому что, как я уже говорил, дети — наше будущее. Артем, спасибо вам большое. Спасибо за такое плодотворное сотрудничество, да, и в дальнейшем. Спасибо. Ну, а мы, продолжая тему именно фестиваля, да, там одно из направлений поколений профи, поговорим про рабочих, да, людей рабочей специальности. Сварщик Андрей Федоров, один из 33 молодых людей, который представляет сегодня Ленский район на фестивале Мусустар. Такая возможность парню выпала из-за его активной жизненной позиции. Он участник всех районных мероприятий и достойный представитель своей профессии. Андрей Федоров — сварщик, работает на предприятии тепловых и электрических сетей с 2014 года. Он один из лучших специалистов, знает все тонкости своей профессии. Справиться Андрей может с любой проблемой. Постоянно выезжает на вызова, поступающие от населения, устраняет любые аварии за короткое время. У нас аварийная служба, то бишь, если там фиксируется какая-то авария, утечка воды или что-нибудь, у нас выезжает группа, изучает масштаб проблемы и, соответственно, потом принимается решение. Если это сварка, то мы выезжаем на объект и начинаем заваривать, устранять ту самую утечку, аварию. Занимается Андрей изготовлением металлических конструкций. Например, для ремонта трубопровода требуются специальные запчасти. Их молодой человек варит сам. Также режет, подгоняет, обрабатывает металлические изделия болгаркой и другими рабочими инструментами. Признается, парень сталкивается и со сложностями. Как говорят старые люди, сварщик в принципе профессия неудобная, потому что возникают места, где неудобно самому расположиться, нужно иметь определенную сноровку, гибкость, терпимость, потому что все затекает и тому подобное, где-то там что-то может капать. Бывают положения, что вы сами находитесь, грубо говоря, под каплями горячего металла. Бывает. Для коллег и руководства предприятия Андрей незаменимый специалист. Его ценят и доверяют ему самую сложную работу. Работает у нас на многих участках, его отправляют, как он уже сказал, что и в неудобных позах, и в коллекторе, то есть куда отправят, там всегда принимает участие и свою работу делает хорошо.
Молодой человек является заместителем председателя Совета молодых работников Ленского предприятия тепловых и электрических сетей. Активно участвует в общественной жизни. Много лет бегал за команду ЛПТС на туристических слетах. Принимает участие во всех спортивных мероприятиях и сегодня. Поэтому он и стал одним из участников МОЗ «Устар». Андрей – это яркий представитель профессии, рабочей профессии. Он электрогазосварщик и наш активист. Он участвует во всех мероприятиях, проводимых на территории Ленского района, где только может принять участие, экстремальных, туристических, различные конкурсы ЗОЖ. И он, как никто, достойно представит свою профессию, и мы знаем точно, что он все умения, навыки, которые приобретет там, на этом фестивале, он привезет и распространит этот опыт у нас среди коллег. Сегодня у Андрея Федорова, благодаря участию в фестивале МОЗ «Устар», появилась возможность заявить о себе не только на всю республику, но и на всю Россию и рассказать, что в небольшом провинциальном городке есть такие высококлассные специалисты. Светлана Болеева, Александр Личук, Ленск. Что ж, впереди выходные, и каждый сам знает, чем себя занять в предстоящие Не все пойдут выходные. на конкурс профмастерства. Да, и не все пойдут на выставку «Сокровищницы Якутии». Да, Ну, шансы еще есть, не забываем про розыгрыш. 4 человека, счастливчика, телезрителя нашей программы «Утро Якутии». Ну, а кто-то пойдет на каток, к примеру. Да, сейчас катков очень много у нас в столице, не только, по всей республике, да, очень активный вид отдыха культурного. Ты вообще, Паш, катаешься на коньках? Как часто и умеешь ли кататься? Ну, я просто скажу, что я играю в хоккей, и, наверное, на все вопросы сразу отвечу. Но на самом деле этот сезон хоккейный я пропустил. По виду определенных причин, связанных с нехваткой времени. Но в следующем сезоне я планирую обратно выйти на эту площадку и закидывать банки в ворота противника. Молодец. Ну а вернемся все-таки к массовому катанию, да. Я, допустим, недавно побывала на съемках и узнала, что там куча правил. То есть нельзя просто, оказывается, прийти, надеть коньки и катиться, да. Оказывается, нужно еще и соответствующе одеваться. Нужно уметь правильно падать. Ну, я тебе больше скажу, я как человек, 8 лет отдавший данному виду спорта, о котором я сказал, отдавший еще в юности, да, в секции, в первую очередь тебя учат не кататься, а падать. Падать, да, вот. Потому и это что... я как раз таки узнала. А почему? А потому что, когда ты знаешь, как падать, ты уже не боишься падать и спокойно себе едешь, начинаешь учиться уже кататься. Да. Ну вот о других правилах и об этих тоже в нашем следующем сюжете. Катки давно открылись. В столице под них почти на каждом озере расчищены площадки. И уж сколько на них лихачей. И тех, кто толком стоять на коньках не умеет, тоже не сосчитать. На катке необходимо придерживаться техники безопасности. Как зашнуровать коньки, соответствующе одеться и правильно падать. Об этом расскажет Катя Занина. Она не просто фигуристка, а кандидат в мастера спорта. Надели мы коньки, да? Да. Как правильно шнуровать? Первое, что нужно сделать, полностью расшнуровать шнуровку, вытянуть язычок, так называемый. Так. Удобно уместить стопу в коньке и уместить под конек этот язычок обратно. Далее завязываем шнурки. Туго, слабо. Эту часть нужно прям туго затягивать, максимально как хватит сил. То есть там, где носочек, да? Да. Так, то есть нужна только сила. Слишком сильно шнурки лучше не затягивать. Велика вероятность, что ноги быстро замерзнут. А холод и обморожение – опасность номер 1 на катке. Как придерживаться техники безопасности на льду? На массовых катаниях, где много людей, поток, все обязательно должны ехать против часовой стрелки в одну сторону. Как-то из потока выезжать не советуется, потому что могут сбить. Все катаются на разном уровне. Кто-то только вышел на лед, кто-то уже профессионально катается. Вот. Если вы первый раз на льду, советую воспользоваться бортиком, Вот не они спеша. По кругу, да? Да, не спеша начинать кататься, шагать и постепенно от него отдаляться и уже в свободное плавание, как говорится. Если падения или столкновения избежать не удалось, необходимо научиться правильно падать. Этому, чтобы избежать травм и неудачных падений, учат даже начинающих фигуристок. Что бы ни произошло, нужно обязательно либо на правый бок, либо на левый
словно вы плывете по льду, то есть на бок упасть, вытянуть левую или правую руку. То есть вот так вот, да? Да, и скользить по льду. Обязательно, по-моему, головной убор. Ну, смотря какой Чтобы возраст. опять-таки, если упасть, то менее болезненно. Ну, в основном наши маленькие фигуристы, они носят повязки, которые закрывают уши, чтобы их не заморозить. Да, потому что детишки могут активно не тренироваться первое время, могут замерзать на льду. А перед тем, как вывести себя и ребенка на лед, спортсмены рекомендуют, как и перед любой тренировкой, немного размяться. Самый простой способ – немного поприседать. Это разогреет коленные суставы, и они будут как пружинки, что, кстати, поможет вам и удержать равновесие на льду. Середина конька, то есть вот эта часть. На ней мы вращаемся, делаем основные элементы, то есть желательно держать вес в середине стопы. Если на коньке нет зубцов, есть ребра, собственно, вот эта часть конька, внутренняя и наружная. Мы встаем, вытягиваем руки, либо на пояс и спокойно из третьей позиции делаем толчок. Толчок. Либо вытягиваем. И потихоньку едем. То есть можно держать прямо руки так, да? Да, так как-то равновесие. Еще бы никто не мешал. Главный совет новичкам – контролировать обстановку и держаться ближе к бортику. А еще под одежду можно надеть защиту для роликов. Она тонкая, и никто ее не увидит. Ну что? А теперь вперед в весенний сезон без травм и с хорошим настроением. С кандидатами в мастера спорта намного удобнее кататься. Катерина Винокурова, Семен Семенов, Якутск. Ну да, весной на самом деле каток — это хорошее такое времяпровождение. Еще одним замечательным, наверное, таким досугом в любое время года является, конечно же, книга. Ну, бывает иногда такая история, что читать ты ее не можешь, и вот как раз-таки для такого случая в Иркутске записывают аудиокниги для слабовидящих людей. Олег Федоров побывал в студии, где их создают, и узнал, реализуются ли еще в регионе подобные социальные проекты. Не то чтобы им нужна была эта рыба или за богатство какое они считали, а просто нравилось им проводить время как можно озорнее. Интересно проводят время и решают важную задачу сотрудники Иркутского областного кинофонда. В конце декабря 2022 года здесь заработала современная студия звукозаписи. Ее технические возможности сейчас пробуют многие. Помимо работы в своем отделе, непосредственно я занимаюсь тем, что выдаю оборудование, заключаю договоры с арендаторами. Нас еще привлекают тоже для того, чтобы выполнять такие творческие работы. Работа над фильмами, которые сняли иркутские режиссеры, основной ориентир студии. Но здесь также осуществляются социально значимые проекты. Например, сейчас создаются аудиокниги для слабовидящих людей. Нашу работу мы начинаем с книги «Сказки озера Байкал» Василия Стародубова. Кроме этого, еще мы будем работать над 4 книгами краеведческого содержания. А первыми слушателями станут воспитанники и педагоги Иркутской школы-интерната номер 8. Здесь учатся ребята с нарушениями зрения. Они занимаются по учебникам с увеличенной графикой или со шрифтом Брайля. А такие книги очень редко переиздаются, поэтому отстают от образовательной программы на годы. Другое дело аудиоформат. Создавать с его помощью учебные пособия намного быстрее и дешевле. Тем более по истории родного края. Эту инициативу и предложили в стенах учреждения. Аудиоформат – это наиболее мобильная возможность получать своевременно вот эту литературу учебную и неучебную. Историческая школа иркутская, она одна из сильнейших. Книг, напечатанных по плоскому, обычным шрифтом, как вы читаете, да, их тысячи. А почти ни одной не записано книги в аудиоформате. Это уже не первый опыт работы Иркутского кинофонда с людьми, имеющими ограничения по зрению. Ранее здесь стартовал проект «Расскажите мне кино». Это проект Елены Мурзиной. Он заключается в том, что даются тифлокомментарии для фильмов, которые показываются, в том числе у нас в кинозалах, документальные и художественные. Благодаря такому опыту уже совсем скоро люди с нарушениями зрения, наряду с обычными жителями, смогут приобщаться к искусству и истории родного Прибайкалья. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням. Ну что, далее мы передаем слово нашим коллегам, которые готовы ознакомить вас с последними событиями к этой минуте.
Оставайтесь с нами, после чего снова встретимся в нашей студии. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Численность предпринимателей в республике планируют повысить до 100 тысяч в 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Между тем, известно, что в третьем квартале текущего года будет проведен конкурс грантовой поддержки социальных предпринимателей и молодежи. На эти цели предусмотрено около 30 миллионов рублей. Также будет усилена и ускорена работа по предоставлению самозанятым в аренду госимущества и заключению контрактов по запланированным закупкам в рамках реализации нацпроекта. В Якутске состоялась расширенная коллегия и общественный совет Министерства экономики республики. В этом году экономическому органу региона исполняется 100 лет со дня образования. Расширенная коллегия, открывающая мероприятие юбилея экономических служб Якутии. Были рассмотрены вопросы крупных федеральных компаний в республике, а также источники реализации некоммерческих проектов и финансирования расходов на сферы науки, культуры, образования, здравоохранения и экологии. Кроме того, на мероприятии обсудили дальнейшие планы работы министерства. Министерство экономики планирует в дальнейшем развивать, конечно, и реализовывать стратегию социально-экономического развития до 2032 года и плановые периоды 2050 года. В этом году будут начаты работы, уже такие интенсивные, по двум новым комплексным проектам. Это Кичувский горно-промышленный кластер и Алданский газовый кластер. Продукты и лекарства на Крайнем Севере скоро подешевеют. Молоко, хлеб, мясо и овощи там в 2 раза дороже, чем в Центральной России, и доставляют их не всегда оперативно. Чтобы исправить ситуацию, правительство предложило назначить ведомство, которое будет отвечать за такие поставки. Контролировать движение грузов и выявлять риски сбоев в обеспечении северян жизненно важными продуктами планируют с помощью государственной информационной системы мониторинга, а перевозить товары на север по морю разрешат по льготным тарифам. Все это позволит упорядочить северный завоз и снизить цены на прилавках. Такой пакет законопроектов Госдума приняла в первом чтении. В Нюрбинском районе состоялся образовательный семинар об организации и порядке проведения диспансеризации мероприятий по медицинской профилактике взрослого населения для врачей и фельдшеров Вилюйской группы районов. На данном семинаре участникам были подробно разъяснены такие темы профилактики, медосмотров и диспансеризации для выявления хронических заболеваний. Именно подобные образовательные семинары дают эффективную целенаправленную работу для медицинского персонала в дальнейшем продвижении населению о важности проведения профилактических мероприятий. Данное обучение, конечно же, каждому практическому врачу, фельдшеру, оно поможет правильно организовать проведение всех этих мероприятий, конечно, поставить на учет всех наших пациентов с выявленными факторами риска, с хроническими заболеваниями и в дальнейшем качественно их наблюдать. В рамках фестиваля «Мусустар» в Якутске стартовала деловая игра для молодых педагогов республики. Команды, состоящие из 5 человек, прибыли из 33 районов. В течение 2 дней команды расскажут о своих проектах экспертам конкурса. Сообщается, что направление для молодых педагогов впервые включено в программу фестиваля «Году педагога и наставника». Хотим познакомиться с новыми участниками, набраться опыта. Приехали с проектом по нравственно-патриотическому воспитанию. Будем его защищать и желаем всем удачи. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Еще в полях березник, а воду успешно шумят. Бегут и будет сонный берег, бегут и бежат и гласят. Они гласят во все концы. Весна идет, где молодой весны концы. Она нас выслала вперед. Весна идет, и тихий теплых Машкин дней. Румяных светлых хоровод толпится весело за ней.
Вот Ура Якутии, мы уже близки к завершению нашего эфира, но время еще есть, и сейчас хочется, конечно, немножко порадовать наших зрителей. Да, в начале программы, почти в самом начале, да, мы объявляли розыгрыш, вот разыгрываются 2 вот таких замечательных пригласительных, каждый на 2 персоны. И мы готовы подвести его итоги. Именно, да. Вопросы были следующие. В каком году открылась первая экспозиция сокровищницы Республики Саха-Якутия? И кто является первооткрывателем первой кимберлитовой трубки в России? И в каком году это непосредственно произошло? Нужно было отвечать в нашем телеграм-канале. И мы, собственно, по времени там смотрим, кто был раньше. И есть у нас победители. Первой еще в 7 часов 13 минут там начала отвечать и ответила правильно Нюргуяна. Там не подписано какая, но вот Нюргуяна. Мы самая первая ответила практически сразу. Да, собственно, первая экспозиция сокровищницы Республики Саха-Якутия открылась в 1994 году, 20 июня она уточнила. А первооткрывателем первой кимберлитовой трубки в Якутии и в каком году это произошло, собственно, первооткрывателем была Лариса Анатольевна Попугаева в 1954 году. Юргуяна была первая, кто ответила на оба вопроса, а следом за ней, насколько я могу судить, оказалась Екатерина Павлова. Тоже ответила на все эти вопросы правильно. И, в общем, мы с вами, наши администраторы, свяжутся. Вы, дорогие женщины, мы вас поздравляем. Получаете каждая вот такие пригласительные на 2 персоны каждый. Да. То есть вы уже свой досуг на выходные, фактически, ну не на выходные, как было написано, когда работает. С понедельника по пятницу. С понедельника по пятницу вы вот уже обеспечили, заберете пригласительные, сходите, насладитесь красотой драгоценных металлов. Да, и можно даже сегодня, да, почему нет? Можно прямо сейчас прибежать, забрать и сразу. Да, и сразу, на работу не идти. Да, ну а как же еще провести, да, свое свободное время, допустим, выходные? Именно этот вопрос наверняка мучает большинство горожан, которые уже с сегодняшнего дня начинают думать о том, как же провести свой досуг. Да. Что делать, если достопримечательности Якутска вы уже все посетили и готовы к новым впечатлениям? Ну вот мы лично рекомендуем совместить приятное с полезным, посетить музей-заповедник деревянного зодчества «Дружба», который находится в Сотинцах Усть-Алданского района. Там обязательно должны быть камни. Краевед со стажем Лариса Степановна перелистывает историю таинственного города Зашиверск. Тайны исчезновения города в заполярной тайге всегда вызывают интерес у туристов. Поселение русские казаки основали еще в 1639 году. Город развивался и процветал, однако бесследно исчез вследствие эпидемии черной оспы. Эти местные жители через реку, они поднимались на своих оленях на высокую гору, и оттуда сверху они огненными стрелами стали уже сжигать этот город. И каким-то чудом уцелела сама церковь. Одна надвратная башня, одна колокольня. Оригинал единственной постройки, которая сохранилась до наших дней, Спасо-Зашировская церковь, находится в Новосибирске, а точную ее копию построили здесь, в музее под открытым небом, в 1991 году. Крупнейший специалист в области деревянного зодчества русского севера Александр Аполовников в 1960 году открыл для себя землю Алунха. Он изучил Спасо-Зашировскую церковь, сделал обмерные чертежи, по которым была построена вот такая точная копия церкви в селе Сотинцы Усть-Алданского района. Она была построена под чутким руководством народного писателя Соруна Моллана. Здесь воссозданы памятники деревянного зодчества Якутии 17-19 веков. И этот музей посвящен давней дружбе жителей Ленского края с русским народом. Более 48 исторических объектов в одном месте на 1500 гектаров. Музей располагается в одном из живописных мест на правом берегу Лены. В любое время года здесь бывает особенно много посетителей, ведь красивые ленские пейзажи успокаивают мысли и очищают душу. Строили на века. Экскурсовод Айсен Герасимов показывает деревянные балки старинного балагана. В 19 веке для своих потомков его построил зажиточный купец Дмитрий Алексеев. Четырехугольное жилище 200 лет назад возводилось довольно быстро из наклонных жердей или тонких бревен. Окна были маленькие и прикрывались летом из бересты и слюды, а зимой – куском льда. В 1989 году балаган был перевезен с местности Чомчорой, Усть-Алданского улуса. И даже спустя 200 лет старинный балаган принимает гостей. С каждым годом число посетителей музея под открытым небом увеличивается. Только за прошлый год музей-заповедник посетило более 29 тысяч человек. Туристы совмещают познавательные экскурсии с активным отдыхом на свежем воздухе. Чтобы отдохнуть от городской суеты, спокойно побыть наедине с природой, наедине с собой, собраться мыслями, подышать свежим воздухом.
Веселые горки – одна из любимых забав отдыхающих. Сюда, чтобы прокатиться с ветерком, приехала семья Конопелькиных. Все, что в Якутске находится, уже, можно сказать, обыденно, и все это посмотрели. Хотелось что-то нового. И плюс лет, наверное, 15, может, 18 назад, еще в школе, когда я учился, нас сюда привозили группами, воспоминания нахлынули. Я думаю, надо бы своих детей тоже свозить. Провести время с пользой отдохнуть сюда приезжают даже в будни, поэтому здесь всегда готовят туристам интересную программу. Можно с горок спускаться. У нас музей знаменит своими горками. Также можно покататься на буране, на бананах, на квадроцикле, пострелять в тиры и кататься на лошадях. Работники музея отмечают, большинство туристов, побывав хоть однажды в музее под открытым небом, всегда возвращаются. Ведь погружение в историю и отдых на природе всегда окрыляют на новые знания и путешествия по родной и любимой Якутии. Ирина Григорьева, Витя Дячковский, Сотинцы, Усть-Алданский район. Ну что ж, вот насыщенное сегодня утро было, мне кажется, очень. Много всего повидали, много где побывали. И, конечно же, поздравляем еще раз победителей, которые выиграли пригласительные билеты в сокровищницу. Да, и вообще очень хорошая неделя, очень плодотворная прошла, да, я надеюсь, и у наших телезрителей также. Поэтому мы с вами прощаемся, но ненадолго. Уже в понедельник встречайте «Утро Якутии» на наших телеканалах. Ну а мы с Пашей провожаем вас в эту пятницу. И в эти грядущие выходные. И сделай вот так вот, как ты любишь. Хороших вам выходных. Провожаем всех вас, отличного настроения. Пусть обязательно все получится.